Подождите. Вопрос. Да. Включите микрофон. Вопрос. Вот вы сказали, что все наши доводы мы можем привести в суде апелляционной инстанции по делу Сакимбаевой, да, моей подзащитной. Ну вот скажите, если наши доводы примут, имеет ли право апелляционная инстанция отменить приговор по делу Узбекова? Апелляционная инстанция может рассмотреть вот эти доводы по незаконности этого решения. Вот понимаете, просто по соглашению сторон, вы знаете, что в случае вот этого составления соглашения о примирении сторон, когда дело приходит в суд, суд может в упрощенном порядке рассмотреть, не исследуя вот эти доказательства. И апелляционная инстанция может учесть вот этот момент. То есть то, что при принятии решения без проведения судебного исследования, то, что было принято решение, и апелляционная инстанция может учесть вот эти моменты, понимаете? То, что вот это решение было принято. И она никак не предопределяет. Вот участники, представители Верховного суда тоже говорят, они никак не взаимосвязаны, они не могут никак повлиять на ваше решение. Ну вот скажите, влияет или нет, если Узбеков осужден за получение взятки через Сакимбаеву? Вот смотрите, если по вашему делу будет вынесено иное решение, есть возможность рассмотреть дело в отношении Узбекова по вновь открывшимся обстоятельствам. Ну, это по вновь открывшимся, да. Ну, вот будет ли суд это рассматривать? Ведь он должен учитывать любой вступивший в законную силу приговор, он обязателен для всех. Извините, нет такой нормы, обязывающей суд учитывать решение по другому делу. Нету нормы такой. Ну как норма нет? Ну покажите мне тогда такую. Ну как, нет. Есть норма, что вступивший в законную силу приговор суда, он обязателен для всех. Обязательно такая норма части есть. Приговора, там же в резолютивной части не говорится, что кто-то должен учитывать вот это решение при принятии другого решения. Там он обязательно части резолютивной вот этих моментов. Ладно, другой вопрос. Вот выделили дело, вот Узбекову было предъявлено вымогательство взятки. Потом окончательно предъявили только получение взятки. А решение о прекращении дела по вымогательству взятки не выносилось. Как вы считаете, это соответствует УПК или нет? Ну, сейчас у меня полномочия ограничены, я не могу вам вопросы задавать. Вот поймите, при окончании дела в отношении Сакимбаевой уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы следователь ознакомил вас со всеми материалами дела. Да, вот? И вот мне неизвестно сейчас, при ознакомлении с материалами дела, там должно стоять в деле постановление о выделении, перечень материалов. Вот эти все моменты, ну, в этот момент оно было упущено или не упущено, вот мне неизвестно сейчас. В этот момент и участвовали ли вы с начала следствия, в этой стадии участвовали ли вы или нет, я не знаю, но в этой стадии Сакимбаева могла полностью защитить свои права и потребовать повторного расследования дела. 3 мая было заключено соглашение о признании вины, 3 мая было оно утверждено следственным судьей, и 3 мая уже было окончено дело, 4 мая она уже была направлена в суд. В отношении Узбекова? Да, в отношении Узбекова. Вот. Как могла Сакимбаева, которая даже об этом не знала, обжаловать это? Если, например, дело направлено в суд уже, можно обжаловать действие досудебного характера в суд, когда уже дело в суде? Вот смотрите, я вам еще раз объясняю. Дело выделено в отношении Узбекова. Вот эта копия в выделении остается в выделенных материалах в отношении дела в отношении Сакимбаевой. И при ознакомлении Сакимбаева могла возражать направление дела в суд, понимаете? И это было бы основанием
для принятия решений вы в рамках, в ходе следствия могли бы вот эти выделения обжаловать следственному судье, и следственный судья, если бы принял иное решение, дело бы Узбекова, это было бы основанием для возврата дела Узбекова на доследование. Ну, такого не произошло, ну, почему, не знаю. И это все должно быть предметом рассмотрения апелляционной инстанции. Как может, разве может суд рассматривать выделение дела в отношении Узбекова в рамках дела Сакимбаевой в ходе досудебного производства, если дело Узбекова уже в суде? Как они могут рассматривать? Они не могут рассматривать. Это действие и решение следователя в ходе расследования дела Сакимбаевой, вы поймите. Икрамидин Назирович, давайте не будем превращать Да. в полемику. Хорошо? Всё. Есть еще У меня вопросы нет у вас? Мгм. Самат Хаштабекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Вопросы есть, уважаемый судья? Присаживайтесь. Спасибо.